Зачем ты зашел в обзор, а? Ты, да-да, ты, иди в кинотеатр и посмотри фильм. Никаких «но». Это того стоит, я обещаю. Я шел в этот фильм с негативными мыслями, ожидая поток феминистического говна и мужененавидчества. Но я получил круто снятый фильм от наших казахстанских талантов. Когда я вошел в кинотеатры, я видел просто толпу молодежи, которые стояли в долгой очереди, чтобы побыстрее посмотреть Дестер. Уже к утру 28 декабря в некоторых кинотеатрах билетов на сеанс просто не осталось. Конечно, в этом замешана великолепная пиар-компания с грамотными видеороликами, хотя к одной у меня есть претензия, и подкастами на канале, который посвящен фильму. В подкасте ведущие Алдиар и гости рассказывали страшные истории про духов и джиннов. Конечно, порой в подкастах Алдиар спойлерил фильм, говоря, что помните вот одну историю из этой области, где что-то случилось? Вот мы это вставили в фильм. Это скорее забавно, чем противно. Короче, я очень рад, что фильм популярен, ибо на данный момент из казахских фильмов, кроме Дестер, идет 6-я или 7-я часть бизнеса по-казахски. Какой-то фильм под названием «Бешарашки» и другие казахские комедии, которые выходят как с конвейера каждый год. И я рад, что большая часть людей идут именно в Дестер, потому что это проект, который достоин поддержки, ибо такие фильмы у нас выходят редко. Давайте, прежде чем я забросаю создателей фильма похвалой, расскажу завязку фильма. События фильма разворачиваются в селе Булаша. В местной школе начинается выпускной, на которую идет персонаж по имени Нурсултан Агам. У него есть сын, которого зовут Полат. Он является конченным, безработным быдлом, который курит травку и пьет алкоголь, развлекая себя тем, что избивает школьников и забирает у них деньги. Следующий персонаж – это выпускница этой школы, Диана, которая является талантливой, красивой дамбристкой. После выпускного вечера по дороге домой Диане пристает Булат и насилует ее. Из-за этого поначалу отец Дианы Амантай хочет убить Булата, ее отца, но потом после долгих переговоров он соглашается на 10 миллионов халмала и отдает свою дочь в жены Булату, называя это, это традиция. После этого начинают происходить странные события. Если что, это была завязка фильма. Я считаю, что этот фильм нельзя назвать хоррором, скорее это трагедия с элементами хоррора. Ибо если вы вообще в жизни посмотрели любой хоррор, фильм по типу Астрала, Проклятие, Заклятие, то вас фильм не напугает. Но весь прикол фильма в картинке и звуке. Операторская работа, актерская игра, реквизиты и, конечно же, светокоррекция фильма сделана просто на высшем уровне. Режиссером фильма является бывший режиссер клипов группы Ирина Каратуна, и отголоски его бывших работ в этом фильме видны невооруженным глазом. Актеры подобраны идеально, их эмоции веришь и не можешь оторвать от них глаз. Фильм не уходит полностью в серьезность, в фильме есть юмор и очень даже смешной. Но учитывая то, что фильм 18+, вы должны понимать, что в фильме очень много жестоких сцен, включая сцены насилия и, конечно, маты без цензуры. Следующая вещь, которая делает фильм почти идеальным, это звук. Каждая музыка подобрана по вкусу идеально. Композиция Дала Ерлері, музыка Ирины Каратуны и ванильная Таптымаусина, которая звучит в каждом тое. И California Dreamin'. Последнюю песню я точно не ожидал услышать. Эти песни, звуки дамбрып наперемешку с звуками хоррор-сцен и, конечно же, искажение голосов персонажей создают великолепную атмосферу. Я буду очень огорчен, если саундтрек фильма не выйдет в Spotify. Короче, после фильма остались только хорошие впечатления. И стоит отметить главную мысль фильма. Фильм не просто называется Дестер. В фильме, как я выше говорил, Булат насилует Диану, и вместо того, чтобы Булата закрыть надолго в тюрьме, а Диане оказать психологическую помощь, родители решают ее отдать замуж за насильника, прикрывая все это словами «Дестер». И эта ситуация в нашем казахском обществе не является редким случаем. Таких как Булат в нашей стране сотни, и были факты того, что некоторые родители отдавали своих дочерей насильнику, жены. И фильм толкает мысль, что это надо прекратить и не бояться закрывать преступников за решеткой и не защищаться словами «это традиция». Фильму ставлю оценку 9,5 из 10 и надеюсь, что такая тенденция выпуска жанровых фильмов участится в нашем кинематографе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был Биг Жанай и желаю вам приятных выходных. Всем пока! It's time to choose.